Добрый день, мы продолжаем цикл передач проекта «Открыто о главном». Сегодня у нас в гостях Асем Турыспекова, менеджер Integra Construction KZ. Предприятие находится в реестре квалифицированных потенциальных поставщиков Самрук Казна-Контракт. И сегодня мы узнаем о том, как компания прошла путь от регистрации до заключения договора с заказчиком. Асем, вот расскажите о своем предприятии сначала, в каких направлениях оно работает и чем занимается. Наше предприятие Integra Construction KZ работает с 1998 года в сфере строительства. У нас основные направления — это ремонт, строительство железных дорог, автодорог. Также мы осваиваем жилищное, гражданское, промышленное, гидротехническое строительство. То есть мы в сфере строительства уже более 20 лет. Асем, скажите, пожалуйста, вот когда началось сотрудничество с компанией Самрук Казна-Контракт? С компанией Самрук Казна-Контракт у нас сотрудничество началось еще в 2016 году, когда появилась модель ПКО 1.0. Мы его прошли, далее уже появилась процедура ПКО 2.0, и нам также необходимость возникла пройти эту процедуру ПКО 2.0. То есть вы сами изъявили желание, да, Да. в скорейшем порядке пройти ПКО 2.0. Были ли трудности прохождения ПКО? При прохождении ПКО трудностей не было. Мы собрали пакет документов и также подали заявку электронно на портале Самрук Казна и ждали аудит, проверку, далее прошли уже данную проверку, процедуру ПКО полностью. То есть можно сказать, что процедура прохождения ПКО — это очень доступная, понятная, прозрачная процедура. Да, также номенклатура на портале Самрука опубликовывается, любой может ознакомиться. Там есть четкие требования, перечень документов, критерии, по которым проходятся по номенклатуре ПКО. Поэтому все четко, ясно, понятно, и любой поставщик ознакомиться с этим документом. Спасибо. Я хочу напомнить, что на сайте zakupsk.kz есть разъяснение по участию в процедуре ПКО 2.0. Номенклатура дополняется на постоянной основе. На самом деле, вот надо признать, да, что именно вот этот отбор квалификационный, он дисциплинирует поставщика. Да. Ну, вот мое мнение, как более, наверное, объективное, потому что я взгляд со стороны, всегда виднее, да, я не поставщик и не предприниматель, но изучив все тонкости отбора, я поняла, что это действительно дисциплинирует и дает возможность конкурировать уже на более высшем уровне. Вы согласны? Да, я согласна с этим. Конкуренция тут очень большая, жесткая, можно сказать. Что изменилось после того, как вы прошли квалификационный отбор? После того, как мы прошли, мы начали участвовать именно только среди ПКО в конкурсах, это открытые тендеры. Там, как вы знаете, немногие прошли, немногие в реестре ПКО, поэтому крупные конкурсы, можно сказать, разыгрываются на малой конкурентной среде. Могу вот так в целом сказать. Любая компания, прежде чем вообще входить, да, в конкурс, в отбор, она ставит перед собой какие-то определенные цели. Какие вот цели перед собой ставила компания, прежде чем пройти процедуру ПКО? Цель основная была, чтобы внести лепту в строительство железнодорожной отрасли Казахстана. Так как мы являемся одним из крупных строителей в сфере железнодорожного строительства, также заполучить большие объемы, контракты национальной компании «Казахстан-Темиржолы». Ну, конкурентов, как вы уже сказали, очень много у вас, да? Сейчас, в данный момент, да, уже много конкурентов. Это в начале только было пару компаний, которые прошли ПКО. Номенклатура сама ПКО очень четко расписана. Просто для того, чтобы пройти, один раз прочитать и собрать документы не получится, потому что критерии очень важные. Также к нему идет перечень документов, который исчерпывает, показывает, какие документы нужны, которые нужно будет собрать, а которые, например, можно даже сказать по трудовым ресурсам. Некоторые говорят, что вот кадровая служба любой организации говорит, вот у нас есть там трудовой договор, приказы и все, остальные документы мы не предоставляем. А на самом деле, когда изучить именно перечень предоставляющих документов, нужно смотреть именно по номенклатуре, по критериям, которые уже разработаны, также установлены, утверждены Самрук Казна-Контракт, Самрук Казна и также заказчиком совместно. То есть нужно быть, наверное, внимательнее, да, к этим пунктам всем
и выполнять четко по инструкции, тогда, Да. в принципе, пройти несложно, да? Да, если изучить его полностью, анализировать, подходом подойти, систематизировать, тогда все получится. То есть написано все понятно, Да. все доступно, да? Чётко. А была ли необходимость обращаться вот за консультацией? Может быть, допустим, вот вы чего-то не понимали и обратились за консультацией, чтобы вам разъяснили, объяснили какие-то пункты? Да, как бы в рабочих процессах такие моменты возникали, но я не скажу, что много раз, но редко было. Также мы обращались к аудиторам Самрuk-Казнаконтракт, они своевременно нам ответ давали, и разъяснения были более чем расширены. Я знаю, что аудиторы Самрuk-Казнаконтракт, они постоянно на связи, да, с поставщиками, всем объясняют, то есть информация от них всегда доступная. Мы получаем оперативную, да, информацию. То есть по всем обновлениям, потому что все равно номенклатура, она же постоянно обновляется. Да. Постоянно обновляется, она всегда публикуется на сайте zakup.sk.kz. Насколько вы взаимодействуете именно по обновлениям, по новшествам? Как быстро вы узнаете? По обновлениям мы сами регулярно смотрим, потому что бывает, что какую-то номенклатуру мы уже прошли, а какая-то уже предстоит. Когда именно в момент подготовки, я бы сказала, к этой процедуре, мы сами постоянно на анализе держим, а обновление, если есть, мы смотрим сразу же на портале. А как вот на ваш уровень? Вот вы прошли отбор, да? 1.0, 2.0, да? А как вот на ваш взгляд изменился уровень именно конкурентоспособности компании? Насколько уровень повысился или, может быть, Тут по-другому сложилось? После прохождения процедуры ПКО 2.0 здесь одно из отличий, наверное, что по каждой номенклатуре надо проходить, поэтому не получится, как в предыдущие разы, вот в 2016 году, что ПКО 1.0 прошел и везде участвовал. Такого нет, поэтому конкурентоспособность, я бы сказала, на высшем уровне. А как вы считаете, вот какое главное преимущество прохождения вот ПКО по сравнению с открытыми закупками? Если смотреть как поставщику, это нет необходимости внесения обеспечения тендерной заявки. Если в открытых тендерах мы участвуем, всегда вносим 1%, замораживаем деньги, либо там на банковскую гарантию деньги тратим. А тут то, что мы уже прошли ПКО, мы участвуем без обеспечения заявки. И также я бы сказала, что дополнительный сбор документации не требуется, потому что в тендерной документации как бы требований уже полностью нет. А если в целом смотреть, это для заказчика также, вот, если смотреть, в частности, наш заказчик, один из крупных заказчиков, Казахстан-Темиржолы, они уже заведомо знают, что тот или иной поставщик, который прошел ПКО, он уже гарантированно выполнит эти работы либо услуги в срок и качественно. То есть они уже на прохождении предварительного конкурсного отбора полностью подтвердили свои возможности, также финансовые, трудовые ресурсы, техническую оснащенность. Поэтому это даже лучше и заказчику, мне кажется, гарантия как бы все равно есть. Один плюс, что вот обеспечение мы не вносим, и мы знаем конкретно, сколько компаний участвует в этой закупке, которые прошли именно по этой номенклатуре ПКО 2.0. Вот что бы вы посоветовали другим поставщикам, которые только планируют пройти ПКО и участвовать в закупках Самрук-Казна? Это, во-первых, ознакомиться с номенклатурой, с перечнем критериев, где они хотят пройти, и сразу же идет следующая колонка в номенклатуре перечень документов. И прям полностью надо будет тщательно изучить эти документы, что там написано, прописать и также собирать в этом порядке. Тогда не будет никаких проблем. Не будет никаких сложностей, да? Никаких в принципе, не будет и с сложностей. пониманием, и со сдачей, да? Да. Асем, вот с какими проблемами сталкивались поставщики до появления процедуры ПКО? До появления этой процедуры открытые тендера участвовали множество фирм. Да, были времена, когда даже проходили на один тендер 20-30 участников. То есть у этих участников не было качества. Количества много, а качества мало. Потому что с появлением ПКО я бы сказала, что только конкурентоспособные фирмы проходят данную процедуру, потому что не все фирмы хотят именно пройти ПКО, потому что есть разные номенклатуры по видам работ, товаров, работы и услуг, поэтому только в своих интересах в одних, например, одна фирма может пройти только одну процедуру ПКО по одной номенклатуре. Асем, в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что в рабочее время
уделили нам, да, пришли к нам в студию и приняли участие в беседе. Это был проект «Открыто о главном». Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями в социальных сетях, Instagram и Facebook, а также на официальном сайте компании. Всего доброго!